Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 20 автобусов для школ доставили из России в Абхазию. Жители Сухума обеспокоены наличием купленной рыбы посторонних ароматов. Наши корреспонденты разобрались в ситуации. Более 150 директоров школ Абхазии повысили квалификацию в центре Машук в Пятигорске. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба направил поздравительную телеграмму на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю Дня дипломатического работника России. В Республике Абхазия твердо уверены в правильности внешнеполитического курса Российской Федерации и высоко ценят совместную работу с дипломатическими специалистами России, которая строится на принципах уважения и доверия. Профессионализм российских дипломатов вносит существенный положительный вклад в развитие и укрепление дружественных, союзнических абхазо-российских отношений, говорится в поздравительном адресе. Валерий Бганба также поздравил с Днем дипломатического работника посла России в Абхазии Михаила Шургалина. Убежден, дальнейшая совместная работа по укреплению связи между Россией и Абхазией будет приносить новые позитивные плоды на благо наших дружественных народов, говорится в поздравлении. С Днем дипломатического работника Михаила Шургалина поздравил и спикер парламента Лаша Ашуба. Спикер парламента выразил уверенность, что взаимодействие Народного собрания парламента Республики Абхазия и посольства Российской Федерации в дальнейшем будут способствовать укреплению связи между парламентами наших государств. Между Российской Федерацией и Республикой Абхазия достигнуто соглашение о получении дополнительного объема электроэнергии для обеспечения надежного электроснабжения жителей республики, сообщает Минэнерго Абхазии. Согласно подписанному договору между Интер-РАО и Черноморэнерго, объем коммерческого перетока электроэнергии составит 182 миллиона киловатт-часов общей стоимостью 830 миллионов рублей. Финансирование данного договора будет осуществлено за счет недополученных средств финансовой помощи, предоставленных Российской Федерации Республике Абхазия в 2024 году, уточнили в министерстве. Россия подарила Абхазии 20 новых школьных автобусов. Транспортные средства были переданы на основании договоренности между министерствами просвещения двух стран. Репортаж Алики Трапш. 20 новых школьных автобусов для городских и сельских школ Абхазии привезли из России. Транспортные средства на государственной границе встретил исполняющий обязанности министра просвещения Гинал Габлия. Передача школьных автобусов в республике стала возможным на основании договоренностей, достигнутых во время недавнего визита в Абхазию заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Гинал Габлий поблагодарил российских коллег за оказанную помощь. Как вы знаете, у нас достаточно ветхое состояние автотранспорта. И сегодня мы радуемся, потому что 20 новых школьных автобусов прибывают в Абхазию. Мы совсем скоро передадим ключи нашим руководителям отделов образования. И они скоро будут возить наших детей в сельских школах, где такая проблема есть, и в городских школах. Поэтому я очень рад, хочу поблагодарить в первую очередь наших коллег в Министерстве просвещения в лице Сергея Сергеевича Кравцова. Хочу отдельно поблагодарить первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Владимировича Кириенко. Без его поддержки этого у нас не получилось. И, конечно же, мы все безмерно благодарны поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В Абхазии более 150 школ. Министерство просвещения по мере возможности оказывает поддержку им по обеспечению транспортными средствами. В последний раз школы Абхазии обеспечивались новыми автобусами в 2017 году. Стоит отметить, что часть транспортных средств сильно износилась, в особенности в селах. В настоящее время есть нехватка в 50 новых автобусах. Безусловно, поддержку со
России позволит решить острую нужду в общеобразовательных учреждениях Абхазии. Большая поддержка нашей стране, нашей системе образования. Дети будут счастливы ездить в новых совершенно автобусах из дома в школу. Также мы будем возить учителей, которые живут тоже в разных районах страны. Часто им сложно добираться до учреждений образования. Поэтому эта поддержка, конечно же, она бесценна. Кроме того, ожидается передача еще 30 школьных автобусов из Краснодарского края. Новые транспортные средства предназначены для сельских и городских образовательных учреждений, которые особенно нуждаются в них. Альга Трапшада Марджения, Абхазское телевидение. В отношении начальника подразделения госавтоинспекции Галского РОВД Астамура Таня управлением по воспитательной работе МВД проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба МВД в связи с распространенной в социальных сетях информацией о якобы увольнении Таня и отставке ряда сотрудников госавтоинспекции. Проверка деятельности должностного лица назначена в связи с рядом дисциплинарных нарушений. Подполковник Таня также не прошел ежегодную квалификационную аттестацию. По результатам служебной проверки будет вынесено дисциплинарное решение. На время проверки Астамур Таня отстранен от занимаемой должности. УВД по Галскому району несет службу в штатном режиме, уточнили в МВД. Более 150 директоров школ Абхазии повысили квалификацию в центре Машук в Пятигорске, созданном по поручению Путина. Одна из ключевых задач центра – выявлять и аккумулировать передовые учебные практики, распространяя их на тех, кому они нужны. Ведущие российские эксперты в области образования и наставничества поделились с коллегами опытом, методическими материалами и другими наработками, которые они успешно применяют в своей ежедневной работе. Уляна Рожкова расскажет детали. Учим тех, кто учит, и знания на высоте. Это два девиза Центра знаний Машук, совместного образовательного проекта Российского общества знания и Росмолодежи. Центр знаний расположен на высоте 550 метров над уровнем моря у подножья горы Машук. Его иногда называют Артеком для взрослых. Всероссийский образовательный центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы в Пятигорске работает около 1,5 лет. Педагоги нашей страны приняли участие на курсах повышения квалификации и вернулись с обновленными знаниями. Потому что мы впервые таким большим десантом, такой большой командой директоров, завучей, педагогов, образовательных учреждений, это и детские сады, это и колледжи, и школы, выезжаем за пределы республики. И для нас это уже большая радость и успех. Я благодарен министру просвещения Российской Федерации Сергею Сергеевичу Кравцову, первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Владимировичу Кириенко, благодаря которым нам удалось реализовать сегодняшний проект. И он сегодня стартовал, как вы понимаете. Да, мы общаемся с нашими коллегами на самые разные темы. Но это в основном темы, связанные с управлением, с руководством наших образовательных учреждений, с различными проблемами, которые возникают, задачами педагогическими. Очень много возможностей, которые в России открыты и для нас в том числе. Абхазия и Россия находятся в одном культурном и образовательном пространстве. Зачастую педагоги двух стран сталкиваются с одинаковыми проблемами. И многие ученики, выпускники абхазских школ поступают в вузы Российской Федерации. Естественно, такое взаимодействие необходимо. Наша молодежь в основном поступает в высшие учебные заведения России. И поэтому, конечно, наша система образования нацелена давать такие же знания, как дают российские учебные заведения. Для нас это очень важно. Идти в ногу со временем, знать стандарты России. Но, в принципе, мы учимся и занимаемся по программам, по учебникам из Российской Федерации. Поэтому, конечно, для нас русский язык важен очень, как для изучения, так и для учебы. Ну и сфера туризма, естественно, для нас важно, чтобы наши люди все говорили свободно на языке, чтобы не было каких-то преград для общения.
Образовательный центр «Машук». Я очень счастлива, что я попала сюда. Я не ожидала увидеть такое количество наставников, столько интересного, столько познавательного. Очень много открытий сделала для себя. И я думаю, что я эти эмоции, эти знания понесу в свою родную школу. И я постараюсь это применить максимально полезно, чтобы это было для детей. Договоренность об участии педагогов в образовательных мероприятиях по повышению квалификации на базе центра была достигнута при поддержке первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко по итогам его визита в Абхазию. Программа повышения квалификации для учителей и директоров школ нашей страны проходила с 6 по 9 февраля. В ней приняли участие более 150 педагогов. Ульяна Рожкова, Абхазское телевидение. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» продолжает сбор средств на лечение двухлетней Леи Адлиба. Девочке поставлен страшный диагноз – острый миелоидный лейкоз. Необходимо собрать огромную сумму – почти 27 миллионов рублей. На сегодняшний день собрано 5 миллионов 452 тысячи. Врачи говорят, что время играет против Леи, ведь каждый день без лечения приближает ее к опасной черте. Наиболее успешные варианты для трансплантации доступны только в Израиле в клинике Хадасса. В настоящее время Лея вместе с мамой находится в московской клинике, где они проходят терапию, направленную на введение девочки в ремиссию. О всех доступных способах помощи можно узнать на официальном сайте фонда «Ашана» и на страницах фонда в социальных сетях. 10 февраля на 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Алексей Якупович Ласуря. Поздравить юбиляра к нему домой в Сухуме по улице Бейгуа пришли замглавы администрации Сухума Леон Кварча, представители Россотрудничества и Дома Москвы. Все подробности в материале пресс-службы столичной администрации. Дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге. И неоднократно. Мы исписали эту стену, с улыбкой сказал ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ласуря гостям, пришедшим поздравить его со 100-летним юбилеем. Заместитель главы администрации Сухума Леон Кварча выполнил почетную миссию. Передал поздравления юбиляру от высокопоставленных персон России и Абхазии, в частности, от президента России Владимира Путина. Абри Владимир и Путин их зала адны халара шарашзы. Шукраду дахацгулот и взей гашойт ажвенская. Спасибо. Яраубасги Краснодар губернатор Вениамин Иванович Кондратьевги еще дыны халут фимшираяха. Убряда шача акалаки Адлер район хада и взаишти адны халара. Акалаки хадара ахзала харги хаму пахамта кушарашзыхан шарашук раяца наква апсва илабаши апсва их терпей. Ришарашзы. От столичной администрации ветерану вручили посох и башлык. Я в Берлине. Все это прошел. Живой остался, пришел сюда. Я пожелаю вам большое спасибо. Самое наилучшего здоровья, чтобы больше не было никаких войн и никаких неприятностей не было. Мы гордимся поколением победителей. Так начинается поздравление с юбилеем от имени президента Российской Федерации Владимира Путина. Уважаемый Алексей Якупович, от души поздравляю вас с юбилеем. Мы искренне гордимся вашим поколением, поколением победителей и созидателей. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной, а после войны вместе с товарищами, со всем нашим народом отстраивали страну. Ваш жизненный путь всегда будет служить примером стойкости, веры в добро и справедливость, глубокой беззаветной любви к Родине. Желаю вам здоровья и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поздравляю вас, Алексей Викторович. Спасибо. Алексей Яковлевич, я хотел бы поздравить вас от представительства Россотрудничества в Абхазии, которое возглавляю. Большое вам спасибо за ваш подвиг. Мы сердечно вас поздравляем с столетием. Это солидная дата. Благодарю вас еще раз за подвиг. Мы всегда рядом. Это от нас скромный подарок.
Ветеран Алексей Ласуря живет в Сухуме, окруженный заботой племянницы и дочери. Как рассказали родные, у ветерана сын пропал без вести в Отечественной войне народа Абхазии. Я очень рада, что вы его не забываете, понимаете? Он вообще очень хочет, чтобы к нему приходил кто-то. Спасибо, очень благодарны мы вам, что вы напомнили ему, что он еще живой, как говорится. Вот. И рада мы. И он рад, и я рада, что вы пришли, поздравили его. Понимает, что люди его не забывают, помнят. Для столетнего старца законы абхазского гостеприимства на первом месте. Не отпустил дорогих гостей, пока не отведали домашние хачапуры и не выпили шампанского. А молодые люди из движения «Волонтеры Победы» не упустили возможность сфотографироваться с ветераном Великой Отечественной войны. Амрамич Бакамила Джопуа, пресс-служба администрации города Сухум. Жители Сухума обеспокоенные наличием купленной рыбы посторонних ароматов. В нашу редакцию обратились с просьбой выяснить, нет ли экологических угроз и что по этому поводу думают специалисты. Шазина Ханагуа разбиралась в ситуации. В 12 часов дня наша съемочная группа прибыла на Сухумский центральный рынок. На рыбном прилавке в районе Поля чудес представлена местная продукция. По словам продавца, рыба свежая, поставляется сюда каждый день. Есть барабулечка любимая. Барабулечка — это султанка крупная, 700 рублей. Это 400. Пиламида. Пиламида — это семейство тунцов. Ее не было здесь давно, лет 10. Почему-то она свернула. Кефаль. Сарган — это игла, катраны — это черноморская акула, очень пользуется успехом. Камбалом только местные. Откуда вы получаете? Море. Вот там есть порт рядышком на маяке. И корабли выходят в море. Есть сетки ловят. На удочку люди ловят. По-разному. К нам в редакцию обратились и сказали, что рыба местная, пахнет соляркой. Послушайте, это бред. Это бред. Обращениями не приходили. Никогда. Нет. Рыбная продукция подходит всем, от пожилых до спортсменов и тех, кто просто хочет питаться правильно. Во все времена она считалась одним из самых полезных продуктов питания. Мясо рыбы – источник качественного белка, различных минералов и витаминов, в частности, витамина D. Рыба легко усваивается организмом и содержит вещества, которых нет ни в каких других продуктах. Из-за полезных свойств многие включают рыбу в свой рацион питания. Среди покупателей прилавка никто не жаловался на запах солярки и неприятный вкус. А какую выбираете? Лосось, пирамиду и камбалу. Вы только на этой точке реализации покупаете? Да. Никаких жалоб нет. Ни запаха, ни качества. Свежее, нормальное. Хотите тушите, хотите жарьте, хотите отваривайте. Часто здесь покупаете? Да. Довольны вкусом, качеством рыбы? Да. Часто покупаем, нормально, всегда не было никаких жалоб никогда. Уже много лет. А только здесь это самое свежее. Всегда. А какую вы купили сейчас? Сейчас купила барабульку, а понравилась еще игла, но она очень дороговата, конечно. А как вам качество? Сколько стоит барабуля? За сколько вы ее Я купили? взяла 400-рублевую, 250 тоже хорошая будет, мелкая, ну чистить просто проблема. А как часто вы покупаете? Последний раз здесь, когда купили? Какие-то проблемы у вас? Нет, не было. Не было никаких проблем. Я покупала этот, как его называется, он солила, вон ту большую рыбу. Здесь всегда свет. В этом году рыбы очень мало. Полученные квоты осваиваются лишь на 10%, говорит директор Сухумского рыбокомбината Астамур Джопуа. На сегодняшний день работают 2 корабля. Приплывают нечасто, раз в 4 дня. В процессе выгрузки хамса при помощи специальных насосов выкачивается прямо на завод. Иногда приходят просящие люди, которые многодетные женщины-цыганки приходят, и кое-кому приходится там по одному пакету раздать. Но, естественно, рыба в идеальном состоянии, море в этом году чистейшее. Но что касается разговора, что какой-то запах солярки, может, у них ведро было грязное, может, пакет был грязный, ну, это уже мы за это не несем ответственности. А так у нас рыба идеальная. Рыба приходит валом в трюме, она закрытая там, и мы ее выкачиваем насосами, она прямо попадает на фабрику. И там никаких проблем у нас
с качеством рыбы нет. По словам Астамура Джопу, экологическая катастрофа в Черном море никак не затронула Абхазию, поэтому рыба отменного качества. Были разговоры, что сюда что-то пришло, но это неправда. Мы каждое утро смотрим, у нас прибрежная зона, пляжная зона, смотрим, никаких пятен, ничего, все чистенько у нас. Да. И рыба в хорошем состоянии. Потому что это, если бы рыба была бы загрязнена, мы ее не перерабатывали, потому что эта мука уже продается на экспорт, а там ее проверяют досконально. И муку, и жир. И качество у нас всегда отменное. Для абхазского побережья угрозы мазутного загрязнения нет, говорит директор Института экологии Роман Дыбар. Движение вод Черного моря происходит с востока на запад против часовой стрелки. Иными словами, чтобы добраться до побережья Абхазии, пятно должно будет обогнуть все берега западного и южного побережья Черного моря. Ветра, которые в дни катастрофы были направлены в сторону Крыма, также отвели от нас угрозу загрязнения. Мы, к счастью, не находимся в зоне воздействия этого мазутного пятна, потому что основное загрязнение будет перемещаться с востока на запад. И для того, чтобы добраться до нас, этому загрязнению придется обогнуть все берега западного побережья, южного, и только тогда этот мазут доберется до нас. Даже отдельные элементы, плавающие на поверхности, будут сдуваться ветром к тем берегам, которые находятся на всем западном и южном участке Черноморского побережья. И таким образом, даже если какие-то отдельные элементы этой катастрофы будут доходить до нас, то это будут крайне незначительные вещи. Надо еще добавить, что после этой катастрофы в течение почти целой недели ветра были направлены от нас в сторону Крыма и Керчи. И таким образом даже те плавающие отдельные элементы этого пятна, они фактически не дошли до нас. В Госкомитете по экологии Абхазии несколько раз в год берутся пробы морской воды на допустимое содержание нефтепродуктов. После крушения танкеров мониторинг будет проводиться чаще. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. 12 февраля в Сухуми пройдут гастроли Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого. Прославленный российский коллектив под руководством народной артистки России профессора Александры Пермяковой представит концертную программу «Живи в веках, моя Россия». Выступление пройдет на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Прозвучат народные песни Московской, Владимирской, Белгородской, Оренбургской и других областей России, демонстрирующие яркую самобытность и многообразие народного творчества России. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 11 февраля в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью -1, +4, днем +5, 10. Температура морской воды +10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.